Всем привет! Мы в Вильгарде, в пригороде Сыктывкара. Год назад здесь построили вот такой одноэтажный дом. Сейчас мы выполняем внутреннюю черновую отделку. Проходим в дом, и здесь уже есть вау-эффект. В прошлом выпуске я показывал, что вот мы с Андреем, да, здесь изготавливали пол. Были лаги по лазеру еще, да, это все выбивали верхний уровень. И сейчас пол готов. Очень важно. 20 сантиметров плотного, хорошего утепления здесь. Потом пошла абсолютно герметичная монолитная пароизоляционная мембрана. Проклеенная просто сама по себе и со стенами везде. Вот просто вот единое полотно. Потом пошли лаги по лазеру в идеальный уровень и настелена фанера. Все, мощный, надежный, хороший пол. База, основа, все есть. Фанера в разбежку, то есть нигде крестами еще не сходится. Я такие технические нюансы говорю, как понять, качественно ли бригада работала. То есть листы идут в разбежку, так они нагрузки выдерживают больше. Перед тем, как укладывать фанерный лист, все прочерчено, чтобы нам четко было попасть крепежным элементом влагу. Плюс крепежи. Это идут не обычные саморезы, а желтые конструкционные саморезы, специальные. Блин, класс. Обращу также внимание на монтаж перегородки. Здесь санузел. Мы монтируем перегородку. Дом-то деревянный, он будет усаживаться чуть-чуть, да, гулять, и это логично. И чтобы перегородку не повело, монтируем брусок. Здесь усадочные пропилы. Если дом будет чуть-чуть на миллиметры уходить, то вот этот крепеж просто вниз уйдет по этому отверстию вниз. Видите? То есть соскользит. А сама конструкция останется надежной, ну, как и была. То есть с ней ничего не произойдет. И отделка, которая здесь будет крепиться, ну, не сломает, ее не поведет, она не треснет. Гипсокартон, например, швы не разойдутся. Сверху мы оставляем зазор на усадку. Тоже посмотрите, пожалуйста. Там тоже утеплим утеплителем герметично. То есть, если будет усадка, то есть утеплитель немного будет сжиматься. То есть, жестких конструкций здесь нету. Как, ну, сам по себе каркас он жесткий, но крепление, что по стене, что сверху, позволяет, ну, хождению. Там ничего жесткого здесь нету. То есть, ну, как, зафиксировано плотно, но хождение вверх-вниз может быть. Класс. Это основа изготовления перегородок в деревянном доме. Пойдемте дальше. Также, господа, отмечу эту вот филигранную работу по утеплению. Здесь очень частые ошибки. Это скрытые работы, это мостики холода, это потом гниение, плесневение, порча кровли. Особенно, когда крыша не двускатная обычно, где утеплять легко по скату, а где, например, вот столько много подрезок, где идет вот эта философия. Вот, посмотрите отсюда, сколько здесь угловых соединений. И все должно быть герметично. У нас идут несколько слоев. Вот идет первый слой, пятерка, мат. Потом здесь идет стык данных матов. Следующий мат перекрывает этот стык. То есть следующая пятерка, и потом идет еще одна пятерка, то есть здесь 15 сантиметров утепление. Потом пойдет еще контрбрусок и еще утепление в 5 сантиметров. То есть по крыше будет 20 сантиметров плотного утепления, с пониманием, что каждый предыдущий стык, микрощель будет перекрываться следующим утеплителем. То есть очень герметично, очень плотно. И по кровле мы применяем плотные утеплители, которые не сжимаются, не теряют свою форму с годами. То есть надежность, надежность и надежность. Что за это мы отвечаем. Вот обращу внимание. Вот видите, щелей их нету, да? Несмотря на это, мы все равно пропениваем микро вот эти миллиметры, которые, видите, остаются где-то что-то. То есть настолько должно быть все деликатно и герметично. Я не думаю, что кто-то еще так заморачивается. Мы делаем.
Даже вот микрощелочка вот в миллиметр, которая будет перекрываться следующим слоем, потом перекрываться следующим, мы все пропениваем. То есть вот надежность. То есть заказчик пришел, если он в любой момент придет, может сорвать один мат, посмотреть, там все будет идеально. Мы же сейчас пришли неожиданно. То есть и видим вот эту картину, с проверки приехали, мы же видим эту картину, как это все делается. Все строительные скрытые работы надо проверять. Вот иногда по час мы заказчиков здесь в глаза не видим. Вообще по час не видим. Полы сделали, застелили, ушли. А что там внутри? Заказчик не знает. Знаем только строитель. Но строитель же бывает разный. То есть я считаю, что клиенту надо постоянно проверять строительную работу. Или находить тех, кто с каким-то внутренним вот таким компасом, да, с каким-то уровнем порядочности, с ответственностью. И даже этих надо, господ, строителей проверять тоже. Люди же видят, как работаем, самоотношение. Причем это, я хочу отметить, это не единичный случай, когда вы пришли, и мы тут реклама, господа, давайте подготовимся к съемкам. Это один момент. А когда вы приезжаете на объект новый, на разные стадии, и везде одна и та же ситуация, это значит, у компании какая-то направленность на качество. Причем, если каждый объект такой. То есть не один рекламный взяли, его там показывают в рекламе везде, да, а когда каждый объект делается вот так вот. И одна и та же бригада. То есть у нас 2 бригады по отделке и 4 бригады по домостроению. И одни и те же люди работают. То есть не какие-то там наемные непонятные люди, которые по звонку пришли и выполнили задачу, а люди, которые работают на протяжении многих лет с большим опытом. Вот как мастер, я отмечу, просто ножом, не особо не вымеряя, я хочу заметить, насколько большой опыт, что человек просто ножом отрезает идеально ровные детали. То есть данная бригада специализируется только на этой работе, поэтому такого уровня идет профессионализм. Тоже хочу отметить. Видите, все четко. Насколько все четко, на все вот аккуратно. Прошу обратить внимание. И маты-то они заводские. Вот эти маты, утеплители, они заводские. Но и то у них бывают микронеровности, да, по геометрии. И вот эти швы, которые вот микромиллиметры, мы их пропениваем, чтобы все было герметично. Хранятся-то они на складах и на производстве же по-разному. То есть они могут, с легким прогибом. Это я про миллиметры говорю. Или нарезка у них может быть не очень ровная. Мы очень герметично все проклеиваем, пропениваем. Они потом, каждый шов перекрывается следующим матом, потом следующим, это вот видно уже. А потом еще заключительный, еще 4-й мат пойдет, потом пойдет пленка и уже обшивка доской под чистовую отделку. То есть мощный такой пирог, хороший пирог. Видите, вот был стык, и следующий мат перекрывает этот, можно сказать, мостик холода. У нас зимой, вот этой зимой был заказ, мы переделывали кровлю. Там были строители, которые просто, я не знаю, вот такие куски. А что не использовать? Вот такие куски просто понакидали в хаотичном порядке. Мы когда начали разбирать, бригадир говорит, я засовываю руку под кровлю туда, металл разобрал, там пленка идет пароизоляционная, я говорю, руку засовываю, а там тепло. Там, говорит, руки можно греть на полном серьезе. То есть мы весь этот утеплитель снимали, то есть сняли металл с крыши, разобрали контрабрешетку, начали снимать вот этот весь утеплитель, частично поубирали и заново укладывали кровлю. Это в этом году была ситуация. Очень важно, кто приходит. И не просто кто, а как делает. Я всегда переживаю за скрытые работы. Тут потому что я этого не увижу. Как заказчик, я говорю, со стороны заказчика, и я знаю строитель. Я очень переживаю за те работы, которые не видны. Вот когда строится дом, можно сразу видеть, как он строится, это понятно. Когда утепляется что-то внутри, или этого же не видно. Быстро сделали, закрыли, не видно. Вот при вас. Уже обшили с этой стороны пленкой. Вы понимаете, что буквально за считанные часы мы там утеплим. И потом покроем пленкой, и потом все закроем.
А как это сделано? Знаю только я и Андрей. И все. И все. Это где-то хорошо или плохо? Ну, хорошо только в центре домостроения, а плохо, ну где вы там еще? Да везде. Везде у нас. Нет, есть профессиональный хороший строитель, просто надо искать. А как искать и как проверять? И риск велик. Это же не только... Добросовестность. Вот он придет, плохо сделает, ну его выгнали. Хрен с ним. Ушел и ушел. Ну, это строитель какой-нибудь. А сколько он материала там испортит? Я молчу. А если человек, например, живет на съемном жилье и платит, вот эти вот арендную плату и ждет, когда ему дом построят, а ему вот этот строитель по срокам затягивает и еще некачественно делает. Вы представляете, насколько неприятная ситуация? То есть ему заезжать, у него маленький ребенок, а ему там вот эти строители парят мозги. Это мой случай. То есть я в свое время так делал квартиру, я нанял бригаду, и мне там парили вот так вот мозги. А у меня ребенок на руках. Отделочники парили там вот. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или сделать внутреннюю отделку также качественно, ответственно и со знанием технических нюансов, я буду вас ждать. Давайте встретимся на консультации. Все вам расскажу, посчитаю, и все вам предоставлю. Будем рады также выполнить для вас эту работу. Также надежно, ответственно. Все, жду вас. Все, до встречи.